нет морской силы государства или морской мощи, как говорят, можно считать, что оно обречено. Здравствуйте, Вячеслав Анатольевич. Добрый день. Давненько мы с вами не встречались, уже, наверное, больше года, а то и больше. Только что закончилась встреча в Пекине, когда выступал президент России Путин. Он и про шелковый путь говорил, но совсем недавно он говорил и о другом, о том, что нужно строить некие дороги не только по Северному морскому пути, о котором он тоже говорил в Пекине только что, но и по материку, по тундре или там как-то тянуть какую-то дорогу. Для чего это нужно? И когда это будет, и что это вообще такое? Тут, понимаете, события так, наверное, совпали, что ли, потому что совсем недавно президент Российской Федерации подписал еще распоряжение, которым он дал поручение начать проработку строительства так называемой Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Ну, он дал поручение, на самом деле, Министерством ведомством Российской Федерации при участии администрации Кемеровской области, губернатора Кемеровской области. И, на самом деле это неспроста, потому что здесь преследуется в том числе и сиюминутная такая цель, или так, цель на ближайшую перспективу, но и дальняя такая цель. Чтобы понять, что это такое и почему какое-то имеет огромное значение для нашей страны, вот мысленно давайте представим себе карту России. И, допустим, она пустая. И нанесем на нее железные дороги. Ну, чтобы хорошо было видно, что куда идет. Мы увидим, что в европейской части страны так сложилось, что у нас есть два таких центра, Санкт-Петербург и Москва, столицы, от которых в радиальных направлениях уходят железнодорожные линии. Ну, скажем, от Москвы 12 радиусов уходят железнодорожных линий. И они потом между собой связываются такими кольцами. В целом создана более-менее такая регулярная сеть железных дорог. И можно так рассудить, что вот есть два радиальных центра, а можно говорить о том, что если карту европейской части России развернуть так, что перед вами окажется центр, то увидим, что там более-менее регулярная сетка создана. Это создавалось столетиями, это создавалось в том числе в оборонных целях и в экономических целях, для того, чтобы обеспечить выходы глубинных районов Центральной России, к морям, между собой их связать. А вот если мы обратим свой взор дальше, на Сибирь, на Урал, то как она была 100 лет назад одна единственная Транссибирская магистраль, так она и есть. Ну, конечно, за это время произошло много воды утекло и много важных событий произошло. Транссибирская магистраль сегодня самая грузонапряженная магистраль в мире. Это единственная двухпутная магистраль, полностью электрифицирована на всем протяжении своем. А тянется она ни много ни мало на 9288 километров. Но она, к сожалению, единственная. А БАМ? Сейчас вот в том виде, как это есть, то Байкало-Амурская магистраль, по сути дела, это удаленные две нитки той же самой магистрали. Почему? Потому что есть такой населенный пункт, город Тайшет, это Иркутская область. И если мы посмотрим, что из себя представляет Тайшет, то это вот узловая такая точка, в которую с востока приходят две железные дороги. Одна из них БАМ, другая Транссиб. И из Тайшета, из запада приходят две железные дороги, то же самое Транссиб, и так называемая трасса мужества. Помните, Владимир Чевелихин про нее писал, это вот дорога Абакан-Тайшет, которая строилась в невероятно сложных условиях на Великой Отечественной войны и которая связала Кузбасс с Тайшетом. Вот они сошлись в одной точке. Вот дальше, на восток, пошла Транссибирская магистраль, но из Тайшета, продолжение. Но ведь и БАМ оттуда начинается. Тут, по сути дела, до Тайшета одна линия все равно. Поэтому можно считать, что Транссиб раздвоился, часть пошла в район Ванина-Советская гавань, это Байкало-Амурская магистраль, а другая Владивосток. В том виде, как сейчас есть, она не решает проблему чрезмерной загруженности Транссибирской магистрали. И вы видите, какие усилия принимаются для того, чтобы расширить провозимые возможности Транссиба и БАМа, довести их до 200 миллионов тонн, и даже больше, потому что затор. Вот по мнению экспертов,
Ну, разные есть точки зрения, но примерно 90-100 миллионов грузов, а некоторые дают еще больше, 190 миллионов тонн грузов, то есть вдвое больше, не нашли возможности отправить по железным дорогам из-за их чрезмерной напряженности. Одним из самых главных грузоотправителей является Кузбасс. Из Кузбасса уходит уголь и в европейскую часть нашей страны, ну, центр, Урал, Западная Сибирь снабжается кузбасским углем. И теперь уже на восток кузбасский уголь пошел. А там он встречается еще с восточно-сибирскими углями, с якутскими углями. И эта трасса чрезвычайно забита. Кроме того, Урал же дает еще много металлической продукции. А вот уголь и металлы в целом по стране, они занимают примерно 46-45% всей отправки грузов. То есть вот огромная грузовая база. Конечно, есть и другие центры, откуда отправляются уголь и металлы, но Кузбасс самое главное. И вот ввиду того, что Транссиб и БАМ перегружены на востоке, на западе тоже очень напряженный участок железной дороги Транссиба. Ну, скажем, вот участок Омск-Новосибирск попал в книгу рекордов Гиннесса как самый грузонапряженный участок железных дорог на нашей планете. Туда как раз попадает в том числе и кузбасский уголь. Значит, получается, что надо срочно решать проблему, как разрядить обстановку. И вот в том понимании, как сейчас президент дал поручение, надо построить такую же дорожную магистраль, которая на западе начнется в Нижневартовске. Это Ханты-Мансийский, наш автономный округ. А я напомню, что туда, в Нижневартовск, приходит железная дорога из Тюмени. Тюмень, Сургут, значит, дальше она пошла на Уренгой на север и повернула на Нижневартовск. Это действующая сегодня дорога, да? Это действующая. А с другого конца, значит, Северо-Сибирская магистраль, как сейчас предполагается, она дойдет до Устилима. Город Устилим такой есть. Так, это уже Иркутская область, это Восточная Сибирь. Таким образом, Западная и Восточная Сибирь свяжутся между собой. Через Томск, там есть такой пункт на Белый Яр. Лесосибирск, это уже на Енисее. Карабулак, это, значит, на Ангаре, но там, где Ангара подходит к Енисею, и Усть-Илимск. А Усть-Илим имеет через хребтовую станцию выход на БАМ. То есть получается, что мы решаем вопрос обхода Тайшета, вот этой узловой точки, где сходятся все нитки, которые на единственный главный узел. Решается вопрос, значит, о том, что если отправлять уголь из Кузбасса на запад, то мы минуем вот этот вот грузонапряженный участок Омск-Новосибирск. Вот как сейчас выглядит эта ситуация. Новый ли это проект? Ну, на самом деле, к нему обоснования, расчеты сделаны были еще в 1983 году. То есть это проект достаточно известный. Ну, длина дороги примерно 2000 километров. По нынешним оценкам это порядка 1,5 триллионов рублей, значит, будет стоить. Вот он решает вот эти задачи. Но я хочу сказать, что на самом деле значение, значит, этой железной дороги, оно значительно больше. Только если она не останется в том виде, как вот сейчас пока что планируется, и если она получит свое логическое завершение и на Востоке, и на Западе. А какие должны быть эти завершения? Ну вот, давайте так скажем, как мы представляем себе свою страну, как государство, которое не претендует на роль мирового гегемона, но способно обеспечить свою самостоятельность, независимость, целостность и единство. Значит, это то, что мы понимаем по слову суверенитет. Ну, как обеспечить суверенитет? Вот знаете, есть такая наука геополитика. Один из главных выводов заключается в том, что ни одно государство не может обеспечить свою действительно самостоятельность и экономическую и военную независимость без сочетания, значит, что его сухопутная сила должна обязательно быть дополнена морской. Нет морской силы государства или морской мощи, как говорят, значит, можно считать, что оно обречено. Этому можно привести много исторических примеров, но наиболее такие, что ли, яркие. Это Китай середины 19 века, помните опиумные войны? И Япония, опять-таки, до середины 19 века. Ну, пожалуйста, Китай. Конечно, все, что касается Китая, покрыто большим мраком и туманом. Значит, даже сейчас мы толком не знаем, сколько этих китайцев на самом деле. 1,5 миллиарда, а может быть, их там и миллиарда нет. А что касается прошлого, то там, конечно, все в тумане. Но, тем не менее, считается так, что
Вот в первой трети 19 века чуть ли не 30-40% валового мирового продукта производил Китай. И вот Китай, между прочим, создал мощный флот, океанский флот. Флот и военно-морской, и торговый флот. И мы говорим, что вот Васко да Гама в свое время обогнул Африку, открыл нам путь туда. Китайцы еще раньше нас достигли берегов Африки, только с востока. По целому ряду причин, скорее всего, внутренних и экономических, и идеологических, возможно, там династических, они приняли решение, это было официальное решение китайского императора, прекратить вообще строительство флота, значит, уволить адмиралов со всеми почестями, у них адмиралы были, как бы замкнуться самим в себе и жить счастливо и спокойно. Ну и жили они счастливо и спокойно до тех пор, пока туда не явились англичане. Англичане, желая организовать торговлю с Китаем, а что им оттуда из Китая можно было купить? Очень много ценных полезных вещей, которые стоили сумасшедших денег в Европе. И шелк, и фарфор, и всякие пряности, и так далее, и так далее. Но продать им было нечего, потому что китайцы категорически запрещали что-либо покупать за границей, в том числе мануфактурные изделия английские и так далее. Ну, как сегодня. Как и сегодня, да. И они, англичане, наладились продавать туда опиум, выращивали в Индии, между прочим, для религиозных целей опиум. Они научили китайцев использовать его в совсем других уже целях и массово поставляют туда опиум. Когда китайское правительство обнаружило, что армия недееспособна, и значительная часть крестьянства... Они его как употребляли? Кололись? Ну, шприцов уже не было. В основном курили. А, курили, да? Да. И они запретили англичанам привозить этот опиум. Англичане наставили, как-то так, покупайте. Что произошло дальше? Англичане прислали туда свой флот и относительно небольшими силами, но 4000 человек у них был десант, который они высаживали на берег. Они поставили под контроль весь Китай. Каким способом? При помощи флота они перекрыли устья всех крупных рек, а поскольку внутренние сообщения тогда не очень были развиты в Китае, в основном река, море, опять река, значит, поставили под контроль их всю внешнюю внутреннюю торговлю, парализовали, будем говорить, экономику. При помощи совершенно небольшого числа войск они поставили под контроль весь огромный Китай. Вот это пример того, как относительно небольшими силами страна, располагающая большими морскими возможностями, ставит под контроль огромные сухопутные страны. Поэтому, видимо, китайцы допустили роковую ошибку тогда, когда отказались от строительства своего флота. Когда-то, значит, за 100 лет до этих всех событий. Ну, то же самое и в нашей с вами любимой Японии, поскольку много раз мы говорили про Курилы и так далее. Значит, американцы прислали эскадру, значит, адмирала Перри, и открыли японские рынки для себя. А ведь Япония на протяжении почти 300 лет была абсолютно закрытым государством, никого не впуская и не выпуская. Они запрещали своим подданным строить корабли, куда-то передвигаться и так далее, и так далее. Значит, свой флот ликвидировали, а чужой получили. Вот это говорит о том, какое все-таки имеет значение для свободы, независимости государства. Эти примеры говорят. Если возьмем нашу Россию, то понятно, что вот если взять историю нашей России, то это непрерывное движение, в том числе к морям. Помните начало средних веков, там, начиная там, с 13 века и так далее, движение на север, к Белому морю, к Кольскому морю. Значит, ведь уже первые русские монастыри появились уже в 14-15 веке на Кольском полуострове. Вот почему на него никто не претендует, не наши эти друзья, в кавычках, Норвегии там, или финны и так далее. К Финскому заливу, это движение на север, движение на восток, встречу морю, к Тихому океану. Значит, уже в 18 веке, будем говорить, четкие позиции Петра I, отвоевания старых наших земель на Балтийском море. Значит, и завершила Екатерина II, когда мы вышли на Черное море. Видите как? Вот эта вот как бы позиционирование России на морях, оно, конечно же, превратило Россию в мировую державу. Это непременное такое условие. Но вторым условием является то, что ты имеешь выход на моря, значит, ты должен иметь еще такие выходы, которые обеспечивают тебе путь прямо в открытый океан, чтобы ты от него не зависел никогда. Вот возьмем, ведь длительное время было соперничество между Испанией, значит, и Великобританией по поводу испанских колоний. Испанцы оттуда возили золото, серебро, англичане их грабили.
Значит, это вылилось в войны между ними. Значит, англичане тогда стали господствовать над морями и победили Испанию, когда они захватили Гибралтар. И половине испанского флота не дали возможность выходить в открытый океан. Они разделили испанский флот на две части, уничтожали при необходимости его по частям. То есть, на самом деле, это должен иметь еще такую конфигурацию своих портов и так далее, чтобы она делала независимой твоей связи с внешним миром. Вот почему для нас такое большое значение имеют порты на Дальнем Востоке, на Тихом океане. К сожалению, несмотря на то, что вот наши предки сумели овладеть побережьем 13 морей, которые омывали Российскую империю, потом Советский Союз, и которые сейчас омывают берега России, в этой нашей конфигурации, значит, морской деятельности существуют уязвимые места. Вот если взять сейчас товарооборот, в прошлом году он составил примерно 841 миллион тонн грузооборот на морском флоте России. Из них 60% пришлось на два бассейна – Балтийский и Азовско-Черноморский. Видите как? Но ведь Балтийский и Азовско-Черноморский бассейны для нас – это ахиллесова пята. В любой момент могут быть перекрыты проливы. Где у нас остаются возможности для выхода в открытый океан? Это Дальний Восток и Арктика, север. Вот почему необходимо создавать новые мощности портов на Дальнем Востоке и в Арктике. Ну, в Арктике уже давно стоял вопрос, еще в советское время, о создании нового Архангельского морского порта. Он несколько севернее находится, чем сам Архангельск, потому что к Архангельску сложные подходы из-за того, что там небольшие глубины, Двина и так далее. Это давний проект. Есть такой проект создать порт Индиго. Индиго – это, знаете, помните, полуостров Канин, мыс Канин-Нос, который мы в школе по географии изучали. Канин-Нос, да. Вот на этой стороне, значит, море, значит, на одной стороне Белое море и Архангельск, а на другой стороне это уже выход в океан, порт Индиго. Там сейчас есть какое-то поселение? Там есть древнее поселение старинное. Но это, ну, скажем так, сельско-промысловое поселение, которое традиционно поморы, значит, основали. А там в очень высокие глубины, значит, и в принципе из-за влияния все того же Гольфстрима достаточно хорошая ледовая обстановка. На запад можно 7 или 8 месяцев в год уходить, на восток ледовая обстановка несколько хуже, но 5 месяцев без ледокола можно. Значит, там глубины позволяют принимать суда дедвиетом до 350 тысяч тонн. О, это гигантские суда. это Там огромные суда, да. император Николай II прицелился там порт поставить. Так? На Дальнем Востоке, значит, ну вот мы знаем о том, что главная наша военно-морская база – это Петропавловск-Камчатский. Но Петропавловск-Камчатский все-таки, во-первых, оторван от всего. И, во-вторых, на самом деле, это, скажем так, пункт, который ничем не связан с материком. Практически, да. Да. В этом его уязвимость. Значит, ну, Владивосток, значит, он, помните, открыт-закрытый порт Владивосток, песня такая была. Он действительно закрытый с точки зрения океанских коммуникаций. Вот тебе пролив Цусима, вот тебе Сангарский пролив, это между японскими островами, значит, и вот тебе пролив Лаперуза, который мигом блокируется. Остается, конечно, Охотское море, которое, как мы с вами говорили, до тех пор, пока Курилы в наших руках, это наше внутреннее море, но через которое можно осуществить свободный выход в океан через Курильские проливы. Больше того, значит, Курилы – это еще и способ прикрыть, значит, способ защиты, как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, нашего берега и флота на Охотском море, вообще на Дальнем Востоке. Значит, Магадан, который требует развития, как порт, значит, Аян, такая точка на побережье Охотского моря, где действительно может быть созданы серьезные такие портовые мощности. Значит, ну вот сейчас Чумикан начал развиваться, туда тянут Тихоокеанскую железную дорогу новую. Но все-таки там ледовая обстановка и судоходные глубины не очень велики. То есть, иначе говоря, перед нами стоит задача укрепить свои портовые позиции как на севере, так и на Дальнем Востоке, для того, чтобы обеспечить себе выходы в океан. Но ведь на самом деле это только полдела, потому что бесполезен порт, если он не связан, надежно не связан с сухопутными, значит, путями, с глубинными районами страны.
если он не связан. Значит, ну мы на этом сами обожглись. Вот посмотрите, все-таки в 19 веке у нас была в Крыму достаточно мощная военно-морская база. Но Крымскую войну мы проиграли прежде всего логистически. Да, там было много причин. Были отставания в техническом оснащении вооруженных сил. Но ведь самое главное, что мы не могли туда доставить ни припасы, ни войска. Потому что невозможно было пройти по бездорожью, значит, степи и так далее, в период распутицы и все остальное прочее. Значит, вот железная дорога нужна, которая связала бы. Она нам показала это. И мы проиграли логистическую войну на Тихом океане с японцами. Значит, как только было налажено движение, значит, по льду Байкала, железнодорожное движение по льду Байкала, и можно было проводить суда на китайскую Манчжурскую железную дорогу КВЖД, сразу же обстановка на фронте, на японском фронте переменилась. Значит, у нас было переброшено до 500 000 войск, японцы запросили мир. Вот откуда конференция Сан-Франциско и Портсмутский мир был заключен. Начало, да, значит, 903 Где Витт подписывал этот договор? Подписывал. Они нас разгромили, наш флот. Помните, значит, эскадра Рождественского шла из Санкт-Петербурга вокруг всего земного шара, которую встретили на Цусиме и разгромили наш флот. А до этого, значит, была героическая оборона Порт-Артура, где тоже флот наш погиб. Значит, поэтому у нас на Дальнем Востоке остался только один порт, Владивосток, который надо было защищать. А с другой стороны, бои на сухопутной части шли в Манчжурии. Значит, и мы до тех пор там не имели успеха, пока мы не могли туда в достаточной степени снабжать свои войска, значит, провиантом, оружием и подкреплением. Значит, в это время железная дорога доходила только до Байкала, значит, и после Байкала. И строилась кругобайкальская железная дорога. И поэтому надо было перегружать, значит, на подводы, обозы и так далее. Но как только наши инженеры, значит, сумели соорудить зимой связь одного берега Байкала с другому, и началась переброска туда. По льду была железная дорога? По льду. Первый раз это слышу. Да, по льду. И все. Значит, все. Японцы, значит, почувствовали запах поражения. Значит, там уже 500 000 армия была сосредоточена. Учитывая вот этот весь опыт, понимая о том, что позиции наши на море уязвимы, все время принимались решения на то, чтобы соединить глубинные районы страны с нашими главными портами. И сейчас мы с вами возвращаемся к тому, с чего начали. 1914 год. Началась война, Первая мировая война. В декабре 2014 года, значит, начинается изыскательская работа и проектирование железной дороги от Петрозаводска до Мурманска. В декабре 2014 года. По специальному указу царя 1 января 2015 года начинается масштабная работа по строительству железной дороги. Ну что, в годы войны некуда деньги было девать. Выделены были огромные деньги. С Карелии на север до Мурманска. Конечно, на Мурманск. Значит, почему? Да потому что опять под угрозой стало Балтийское море, потому что не до конца, но немцы перекрывали его. Нарушилась связь с нашими союзниками. И Черное море находилось в руках тогдашнего союзника Германии, Турции. И недаром же царь, император Николай II разрешил целью войны завладеть проливом Босфора Дарданелла. Так. Почему? Для того, чтобы обеспечить логистику, для связь с внешним миром, союзниками, значит, и торговля, и поставки, в том числе военного снаряжения. А в конечном итоге они шли через Архангельск. Значит, но, тем не менее, дорога на Мурманск упорно строилась, потому что это самая удобная точка, не замерзающий порт. Закончилась Первая мировая война, революция. Значит, мы готовимся, понимая о том, что война назревает, готовимся к ней. Одно из мероприятий – это создание мощной военно-морской базы, строительство порта в том же самом Мурманске. Иосиф Виссарионович Сталин редко, когда выезжал, как вы знаете, за пределы Москвы и так далее, он лично, значит, поехал и был в Кольском заливе, рассматривая вопросы создания здесь крупной военно-морской базы. Это в плане подготовки к войне. И Мурманск сыграл выдающую роль, как вы помните, в поставках по ленд-лизу и так далее. Недаром его так упорно защищали наши войска, и город стал городом-героем. Не давали прорваться через... В Норвегии с немцами хотели его взять, да.
хотели взять. Ну, вот это всем нам известно. Но ведь на самом деле в это же самое время происходили и другие события. Немцы развернули вовсю операцию своих подводных лодок на востоке от Мурманска. Это Баренцево море, Карское море, значит, на Новой Земле, на островах Визы, на островах Франца Иосифа. Они организовали, значит, базы для своих подводных лодок. Значит, и вовсю оперировали там. Какие цели их операции? Перекрыть поставки ленд-лиза через Северно-морской путь. Раз. Значит, перекрыть работу наших добывающих предприятий, которые были на севере, для поставок на фронт морским путем через Архангельск. Два. Парализовать работу флота, который оборонял Мурманск. Три. Дело доходило ведь до того, что линкор, один из крупных линкоров, атаковал, значит, устье Енисея, наша база в устье Енисея. От него, значит, отстреливались, понимаешь, с Диксона. С Диксона отстреливались. Больше того, вот знаете, где находится Тикси? Это вообще Восточно-Сибирское море. Вот Баренцево, Карское, море Лаптев, Восточно-Сибирское. В Тикси, значит, были находки амуниции немецких подводников. То какой-нибудь этот планшет, значит, то что-то из одежды. Это означает, что они и там орудовали и, возможно, выходили на берег. Учитывая все эти обстоятельства, Иосиф Виссарионович Сталин принял решение о том, что надо рассредоточить Северный флот на разных базах и обеспечить себе еще порты для выхода в открытый океан на севере. В этой связи уже в 1946 году принимается решение о строительстве железной дороги. Значит, это вот так называемый 501 проект знаменитый, значит, который шел до Норильска. Откуда? А вот откуда? В старые царские времена, и там вот наш знаменитый промышленник Мамонтов принимал участие и так далее, была построена железная дорога до Архангельска. На этой железной дороге есть такая станция Канаша. Вот в 1937 году было принято решение о строительстве железной дороги от станции Канаше до самого Северного Урала, до Воркуты. Почему? Потому что там были открыты вот месторождения углей, так раз. И по пути еще Ухта, сейчас это не так звучит, а раньше Ухта, это же нефть. Вот для освоения этих месторождений в 1937 году железную дорогу начали строить. Когда началась Великая Отечественная война, ее не прекратили строить. Она и строилась, и работала, и строилась, и работала. И она сыграла выдающую роль в снабжении Центральной России, значит, и Ленинграда, северо-запада, углем. Потому что Донбасс, значит, отошел к немцам, немцы оккупировали Донбасс. И вот ближайшая угольная база, такая мощная база, это, конечно, Воркута. Там построились шахты, железная дорога строилась и перевозили уголь. 70% угля в блокадном Ленинграде поступало из Воркуты. Неподалеку от Воркуты есть такая станция ЧУМ. Чум? ЧУМ. Вот от этого ЧУМа было постановление Совнаркома и под руководством Сталина о том, что от этого ЧУМа надо перевалить Северный Урал и выйти до станции Лабытнанги. Это на берегу реки Аби. Значит, там есть еще рядом станция Обская. Но там не останавливаться. Надо было повернуть строго на север, на полуостров Ямал, откуда сейчас отгрузки идут, значит, нефти, газа и так далее. И, значит, на одном из мысов, в Обской губе, каменный мыс, было намечено построить крупную военно-морскую базу. Это решение было принято, стройка 1948 года, 1947 года уже развернулась. Вот строился участок от этого ЧУМа до Лабытнанги, одновременно велись изыскания под новый порт и по строительству железной дороги туда. Но выяснилось, что условия природно-климатические и особенно криологические, ну, вечная мерзлота и так далее, не позволили там разместить порт. Нагонные ветры с большой волной, низкая глубина, значит, как бы горные породы, которые складывали дно, не позволяли его углубить до больших глубин, чтобы большие суда были пройти, а береговые сооружения невозможно было надежно разместить на вечной мерзлоте, потому что мерзлота разница. Значит, там, будем говорить, осадочные грунты, которые легко тают и все остальное прочее.
Поэтому было принято решение, опять-таки за подписью Иосифа Виссарионовича, о том, что дорогу развернуть, от Лабытнанги не на север ее направлять, а прямиком на восток и порт разместить в устье Енисея. Вот откуда взялась эта знаменитая 501-я стройка, значит, которую сейчас называют или мертвая дорога, или там заброшенная дорога и так далее. Вот ее истоки. Северный Урал. То есть вот не просто блажь вот какая-то. Ну, в самом деле, вы подумайте, война вот-вот закончилась, столько работы по восстановлению народного хозяйства, по укреплению обороноспособности, и вдруг такая стройка. Вот, ну, к сожалению, она не была закончена. Ее бросили, да. Да, но и этим самым я хочу подчеркнуть, насколько важно, чтобы пункт первый, значит, наши порты имели выходы в океан, и пункт второй, значит, имели связь, надежную сухопутную связь с глубинными районами, значит, страны, для того, чтобы обеспечить деятельность порта и дать выход всей стране в океан. Перенесемся в наше время. Значит, так. А что изменилось с тех пор? Ничего, хуже Ничего, стало. только да. хуже стало. И особенно это показала специальная военная операция. Наложили санкции. Вот я говорю, 60% наших грузов идет через опасные пути на Балтийском море и на Черном море, которые в любой момент могут быть перекрыты. Вот теперь-то вновь возникла актуальность по строительству вот этих портов. Ну а как эти порты связать между собой? Ну вот Северо-Сибирская магистраль, это севернее, значит, Транссиба. Вот она расположилась. Вот я вам говорил, значит, на востоке она берет начало, допустим, в Усть-Илиме, а заканчивается в Нижневартовске. Вот для того, чтобы связать глубинные районы России, раз, и Восточную Сибирь, Западную Сибирь, Дальний Восток, Урал и северо-запад страны сплошной новой магистралью, надо выводить ее, на Усть-Илиме не останавливаться, надо идти ее через Якутск прямо на Магадан. Прямо на Магадан. Ну, это мечта была всегда. Я А с этой стороны, на западе, значит, Нижневартовск – это промежуточная точка. Надо выводить ее на Северный Урал. Когда мы подойдем к Северному Уралу, там есть два проекта, которые мусолятся уже лет по 20-30, ну, во всяком случае, все постсоветское время. Это проект Белкамор, значит, Белое море, Коми-Урал. Это железная дорога, значит, которая должна брать начало в Соликамске, проходить через Салихард и выходить прямо в Архангельск, в Новоархангельский морской порт. И Баренцкое море. Это железная дорога, которая на Урале, на действующей станции Вдель, должна выйти, значит, на станцию, на линию, которую я говорил, северной железной дороги, идущей на Воркуту. Там есть такое местечко Соснободск. И прямиком на Индигу, на новый порт. И вот представьте себе, мы получаем вторую линию, параллельную Транссибу, которая выходит, идет севернее, выходит на Магадан, значит, и выходит на Арктическое наше побережье, на северо-западе нашей страны. Мы получили вторую линию, которая как обруч связывает всю страну. Мы выигрываем сразу преследуем несколько целей. Мы усиливаем свою морскую составляющую, в том числе военную составляющую. Мы связываем самый центр, глубинные районы России со своими океанскими портами. Мы связываем эти районы между собой, потому что ведь на самом деле товарооборот у нас сейчас идет, вот мы говорим, на восток пошли товары, но они же пошли не нам, они на транзит. Как бы надо связать экономику этих регионов между собой путем создания крупных новых промышленных центров по типу советских ТПК, территориально-производственных комплексов. Вот какая задача на самом деле стоит. Это одна задача, а вторая, значит, всемирно, вот на этой базе всемирно развивать, значит, свои флотские возможности. Ну, 90% рыбного флота, значит, имеет срок службы больше 25 лет. Торговый флот, значит, имеет средний срок службы 27 лет, в то время как, предположим, в Японии 8 лет, в Соединенных Штатах 15. То есть у нас устаревший флот и так далее, надо строить. Мы строим где? В Южной Корее в основном. Дошло до того, что ледоколы для Арктики строим в Турции, понимаешь, и так далее, и так далее. Что вы говорите? Конечно. Не в Санкт-Петербурге разве строят ледоколы? Большие атомные в Да. Санкт-Петербурге. А, значит, дизельные для таких портовых нужд, для и так далее. Пожалуйста, в Турции нету как бы мощности судостроения.
Ну вот, пожалуйста. Значит, мы сейчас вот развиваем портовую деятельность и все удобные бухты на Дальнем Востоке. Все должно быть занято под судостроением, судоремонтом и так далее. Мы должны усилить свою морскую мощь, а для этого связать ее сухопутной. Но этого мало. Надо строить, это вот в первую очередь, Севсиб. Надо строить и трансарктическую магистраль. То есть там, в Арктике, непосредственно на самом севере. Вот мы с вами остановились на том, что сейчас, вернее, Иосиф Виссарионович Сталин, значит, пытался построить 501 проект дорогу до Енисея. Вот сейчас в некоторой степени идет возрождение этой дороги. Есть такой проект «Северный широтный ход». Там главные участники – это железные дороги, ну, корпорация наша «Железные дороги России», так? РЖД. РЖД. Значит, «Газпром», который в этом заинтересован, администрация, значит, Ямало-Ненецкого округа, администрация, ну и правительство России. Вот они, вот на концессионных основаниях, значит, должна быть построена половина того, что тогда когда-то планировал. То есть половину пути до Енисея. Это Лабенанги, мост через Енисей, Салихард, значит, потом Надым, Уренгой и такая станция Карачаево. Значит, она снизу, вот эта железная дорога снизу подпирается той частью Свердловской железной дороги, которая идет из Тюмени на Новый Уренгой, а там она это как бы охватывает Обскую губу, обходит, и, значит, может служить для развития газовых месторождений на полуострове Ямал и на Гаданском полуострове. Это такая очень важная дорога. Вот ее, к сожалению, она должна была быть, уже подходить к стадии завершения, но, к сожалению, затянулись вопросы, связанные с финансированием и так далее. Возможно, теперь это будет 2030 год. Значит, этот проект реализовать и дальше нацеливаться, ну, в несколько отдаленном будущем туда, значит, на Анадырь. А если вернуться, это трансарктическая магистраль, а если вернуться к нашему любимому проекту Северо-Сибирская магистраль, то, конечно же, из Устилима, вот в том варианте, как я предлагаю, она должна повернуть на Непу, Непа такой пункт в Иркутской области, Якутск с мостом через Лену и прямо на Магадан. Начиная от Устилима, и когда мы двигаемся в сторону Якутска, мы пересекаем так называемую Восточно-Сибирскую нефтегазовую провинцию. Ну, наиболее известные проекты, которые там реализуются, это Чайнда, ну, это основание силы Сибири, Чайнда, Чайндинское месторождение, и Талаканское месторождение, которое является основанием для нефтепровода Восточно-Сибирь-Тихоокеан ВСТО. Видите, как звучащие проекты. Вон там их основание находится, там, где мы пересечем железной дорогой. Там же находится знаменитая Непа, она знаменита чем? Значит, там самое лучшее, значит, в мире месторождение калийных солей, из которых можно делать удобрения калийные. И бомбы, да. Бомбы, редкоземельные элементы. Так. А двигаемся туда дальше, уже за Якутск. Там мы попадаем прямо в новую Яно-Колымскую металлогеническую группу. Это в результате геологоразведочных работ, значит, подтверждены там советские изыскания, значит, и даже получен новый результат. Это гигантская провинция разного рода металлов, и благородных, и полиметаллов. Это вот на промежутке от Верхоянской горы до Магадана. Яно-Колымская, так называемая металлогеническая группа. Туда попадаем, понимаешь. Вот эти планы, которые вы сейчас упомянули, они ведь на самом деле просто грандиозные, и особенно в условиях, вот сейчас, когда там война идет, едва ли они осуществимы в ближайшие годы. Но есть страна, которая свою страну уже всеми этими сетями дорог железных покрыла так, что уже и девать их, они уже не знают, что с ними делать. Через горы, через пригорки, вообще все. Это Китай. Как-то раньше я слышал, что китайцы нам предлагали построить и железную дорогу, и трассы даже автомобильные там, из Москвы до Дальнего Востока, там, восьмирядные, в том числе железные дороги. Но почему-то их к нам не пускают. А ведь они же были бы заинтересованы вот всю эту красоту сибирскую сделать, да, с ответвленницами туда, в Китай, чтобы самим потом хозяйничать. Но здесь все-таки их не пускают наши власти. Вы считаете, это как? Ведь вроде с китайцами дружат, вот наш президент туда все время ездит, и их президент к нам ездит там. А почему мы должны приглашать китайцев?
Ну, у самих-то нету средств, нету вот. рабочей силы. Вот. Да. Знаете, я вспоминаю, хочу вспомнить такой великий русский писатель, я подчеркиваю, русский, Николай Васильевич Гоголь. Помните, у него есть «Вечера на хуторе близ Деганки». Ну, еще, да. Да, там кузнец Вакула, желая, значит, попасть в Санкт-Петербург на встречу с императрицей, чтобы попросить у нее эти черевички для своей Оксаны, значит, он хотел связаться с чертом, чтобы черт его туда отвез. И он пришел к некому такому Подчуку. Подчук – это человек, который был связан с нечистой силой. Так. И вот он Который пришел, вареники ел. да, который вареники, которые ему в рот сами прыгали. И вот Вакула спрашивает у Подчука: подскажи мне, пожалуйста, значит, ну как мне найти этого черта? Подчук посмотрел на него и говорит: тому, у кого черт сидит за спиной, нет необходимости искать его. Так. А почему у него черт сидел? Помните, он мешок украл? Вот так же я здесь скажу. Хочу сказать, почему я эту историю привел. Тому, куда некуда девать деньги, значит, нечего, понимаешь, говорить о том, что их нет. 3 триллиона долларов, 300 триллионов рублей наших денег ушло за границу. Ну, это общий разговор. А что касается китайцев, то, понимаете ли, на самом деле для китайцев, несмотря на все эти разговоры, шум, гам и туман, вовсе не этот путь был приоритетный, первоочередной, а то направление Великого Шелкового пути, которое идет через юг, значит, через Среднюю Азию, будем говорить, через Ближний Восток, значит, и прямиком в Европу. Он их, Ну, как это и было в средние века, да. Он их в значительно большей степени привлекал по целому ряду причин. Значит, во-первых, тут есть и географические причины, и политические причины. И потом надо понимать так, надо представлять себе, как китайцы понимают шелковый путь. Это не просто дорога, при помощи которой мы переправляем товары, людей и так далее. Это пояс, в котором размещается целая серия разных предприятий. Чьи предприятия? Ну, хотите, будут ваши, но у вас же денег нет. Значит, это китайские предприятия. На этих китайских предприятиях должно быть исключительно китайское оборудование, китайская техника. И по возможности китайская рабочая сила. Вот как они себе понимают этот путь. Естественно, что с этой точки зрения им легче идти через эти страны, значит, которые быстрее согласятся на это, чем, предположим, там Российская Федерация. Это раз. Значит, но поскольку вы видите, Ближний Восток горит, ситуация неустойчивая там и сям. Всем этим путям китайским очень сильно противодействуют англосаксы разным способом. В конце концов, те же самые события, значит, в той же Армении там, и так далее, и так далее. Это все, или как сейчас на Ближнем Востоке, это все звенья одной цепи. Значит, то, конечно же, актуализируются наши вопросы, те вопросы, которые касаются России и Китая. Назовем ли это мы шелковым путем или просто двустороннее сотрудничество и так далее. У нас есть целая серия перспективных проектов. Ну что ж, Вячеслав Анатольевич, спасибо вам огромное. Светлое будущее вы обрисовали, что мы покроем всю страну сетью железных дорог, причем по вечной мерзлоте. И даже если бы вы продолжали дальше, мы бы, наверное, сказали и о тоннеле под Беринговым проливом. Но на этот счет мы с вами поговорим позже. А сейчас спасибо вам огромное и до новых встреч. До свидания.